Сегодня Всемирный день учителя. Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают этот праздник, в том числе и в России с 1994 года. Глава Ингушетии Махмудали Калиматов поздравил учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, отметив особую значимость их роли в жизни общества и будущем республики. Цитата. «Этот праздник – прекрасный повод выразить огромную признательность тем, кто несет самую благородную и ответственную миссию – воспитание и образование подрастающего поколения», отметил глава региона. В поздравлении Махмудали Калиматов подчеркнул, что труд педагога требует полной самоотдачи, терпения и постоянного стремления к развитию. Он выразил признательность за ту работу, которую ежедневно выполняют учителя, вкладывая в детей не только знания, но и жизненные ценности. Вы не просто даете детям знания, вы открываете им дорогу в жизнь, помогаете раскрыть таланты, являясь настоящими наставниками, вы на собственном примере учите их чести, достоинству, уважению к старшим и любви к своей родине, говорится в обращении главы. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда, посвятившим сфере образования долгие годы жизни. По словам Калиматова, их опыт и преданность профессии – это прочный фундамент, на котором строится современная система образования Ингушетии. В завершении глава республики пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия, энергии и благодарных учеников. Пусть ваша работа приносит вам только радость и удовлетворение, а уважение коллег, родителей и учащихся будет вам достойной наградой, отметил Махмудали Калиматов. Сегодня Адыгея отмечает День Республики. Искренне поздравляю главу региона Мурата Кумпилова и всех жителей с этим значимым праздником, отметил в своем телеграм-канале глава региона Махмудали Калиматов. Адыгея – регион с богатой культурой, традициями, красивой природой и гостеприимными добрыми людьми. Все это делает республику привлекательной для посещения и оставляет незабываемое впечатление. Каждый, кто хоть раз побывал в Адыгее, чувствует эту атмосферу дружелюбия и уюта. Сегодня регион активно развивается в туризме, сельском хозяйстве, переработке продукции, строительстве и других направлениях. Мы в Ингушетии искренне рады успехам братской Адыгеи и верим, что впереди у нее только развитие, только движение вперед. От души желаю жителям республики здоровья, мира, благополучия и новых достижений. Конец цитаты. Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Назрановском районе Ингушетии. Сообщение о незначительном сейсмическом событии на глубине 30 километров поступило в дежурную смену ГУМЧС по регионам. Но около 19 часов вечера 4 октября диспетчеры северо-осетинского филиала научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». На территории республики подземные толчки не ощущались. Звонков от жителей не поступало. Все службы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Организовано взаимодействие ЕДДС с муниципальными образованиями. Напомним, землетрясение в 2 балла отмечается сейсмическими приборами, ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий, а также очень чуткими домашними животными. Всероссийскую перепись населения в 2030 году планируется провести полностью в цифровом формате. В рамках переписи 2030 года впервые будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра сведения о населении, который ведет Федеральная налоговая служба. Эти данные будут применяться для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде. В проекте стратегии указано, что мера позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений. Помимо этого, в документе отмечается, что к 30 году число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в 2 раза, а более половины вопросов анкет при обследованиях населения будут предзаполнены с использованием административных данных. В частности, предполагается постепенно перейти к проведению обследований домашних хозяйств с использованием личных кабинетов на цифровых платформах органов власти, в том числе с использованием портала госуслуг, говорится в документе. В проекте уточняется, что в рамках следующей переписи будет сохранена гарантия самоопределения населения. Для граждан предусмотрена возможность уточнения предзаполненных данных и внесения в переписной лист сведений, которых нет в административных данных. Россиян ждет 6-дневная рабочая неделя в конце октября. Работать придется с понедельника 27 октября по субботу 1 ноября. 1 ноября будет сокращенный на час рабочий день. Его россияне будут отрабатывать за понедельник 3 ноября. Так они смогут отдыхать непрерывно в период со 2 по 4 ноября. Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на госуслугах. Удобную форму на платформе обратной связи запустила Минцифры. С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявление, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры. Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составит до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете на госуслугах или по электронной почте. Минцифры подготовят ответ, а вы сможете оценить результат.
На фоне осеннего призыва в армию телефонные мошенники начали звонить гражданам, представляясь работниками военкоматов, якобы с целью уточнить наличие электронной повестки. Потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС, якобы для повторной отправки документа. Так, мошенники получат доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуги, что позволит использовать личные данные для преступных целей, включая оформление кредитов и микрозаймов. Также полученный код может быть использован для установки вредоносного ПО на мобильное устройство, которое обеспечит доступ к банковским сервисам и учетным записям. На сайте Банка России продолжается всероссийское онлайн-голосование по дизайну новой купюры номиналом 500 рублей. Оно продлится 2 недели. Дизайн будет посвящен Северокавказскому федеральному округу и Пятигорску. На лицевой стороне будут располагаться достопримечательности Пятигорска, а на обороте – объекты регионов округа. В число претендентов на размещение на банкноте вошли 3 знаковых объекта Ингушетии – башенные комплексы Эрзи и Вовнушки, а также памятник матери в Магасе. В ЦБ сообщили, что все символы получили одобрение экспертов консультативного совета по банкнотам. Проголосовать за понравившийся объект можно на сайте Центробанка или отсканировать QR-код на вашем экране.